Я готов встречаться, готов рассматривать их текущие вопросы. Мы считаем, что справедливо будет восстановить, компенсировать те затраты. Количество должно привести к качеству. Основная задача городских властей, чтобы вас наполняла энергия, чтобы вы могли совершать еще больше дел. Добрый день, Евгений Николаевич. Мы сегодня встречаемся с вами на цифровой площадке One Click Якутия в мероприятии «Открытый диалог с уполномоченным». Вот я бы хотела объяснить, что такое «Открытый диалог с уполномоченным». Это такое мероприятие, в котором мы обсуждаем вместе с органами государственной власти, с бизнесом, с надзорными органами различные вопросы, которые касаются, во-первых, государственной политики в сфере предпринимательства, либо по каким-нибудь проблемам. Например, в 2020 году с бизнесом мы провели порядка 16 открытых диалогов с муниципальными образованиями. И я думаю, что эти открытые диалоги нам помогли бизнесу где-то, возможно, выстоять в сложные времена, возможно, где-то мы смогли найти ответы. Сейчас мы с вами, как я уже сказала, встречаемся на цифровой платформе, у нас идет запись, нашу встречу должны видеть наши предприниматели. Я пройдусь по системным вопросам, которые у нас в городе Якутске, и также, конечно, мы обсудим конкретные обращения предпринимателей, потому что нам необходимо уже принимать решения по этим обращениям. И вот мы сейчас будем работать с вами в формате диалога. Добрый день, Альбина Егоровна. Да. Спасибо, что пригласили. Готов работать. Для начала, Евгений Николаевич, давайте вспомним 2020 год. Это был довольно сложный год для нашего предпринимательства. В городе Якутске основное количество обращений, конечно, касалось действия контрольно-надзорных органов, в том числе административной комиссии. По словам предпринимателей, административная комиссия города Якутска лютовала. Мы, конечно, тоже участвовали в судебных заседаниях. До сих пор у нас предприниматели обращаются и с такими вопросами, и, конечно, хотелось бы нам вместе уже в 2021 году каким-то образом перенастроить работу административной комиссии. Как вы думаете, сможем ли мы вместе перенаправить работу административной комиссии и сделать ее более профилактической? Да, здесь правильный вопрос. В принципе, у нас 2020 год в связи с пандемией сводная группа оперативного штаба города Якутска проводила рейдовые мероприятия. И эти рейдовые мероприятия были в блоке задач, которые ставились перед оперативными штабами всех уровней, муниципальных, республиканских. И задача сводилась к тому, чтобы, согласно указам главы республики, соблюдали все санитарно-эпидемиологические нормы и ограничения. Очевидно то, что часть предпринимателей в какой-то мере нарушали, но эти нарушения были вызваны вынужденно. Я прекрасно понимаю, что каждый день простой для предпринимателя – это упущенная выгода раз и нарастающие расходы, издержки, которые необходимо покрывать. Здесь дополнительно еще нагрузкой садятся административные штрафы, и это, безусловно, конечно, не способствует развитию бизнеса в целом. Вопрос перенастройки административной комиссии мы сделаем следующим образом. Вот сейчас у нас пандемия никуда не делась, все равно еще идут мероприятия, связанные с ограничением, но с каждым днем у нас открывается все больше и больше видов активности, исходя из того, что мы выходим на какое-то снижение, да, это понятно. Спад активности. Спад, да, и возвращается предпринимательская активность, это радует, и мы по результатам работы административной комиссии сейчас сделаем общий срез. Срез того, как у нас велась работа, какие чаще всего были нарушения, какие чаще всего были жалобы. Очевидно то, что у нас два надзорных органа в структурах окружной администрации, это управление муниципального контроля
и административная комиссия, а также во время пандемии была наделена полномочиями управления ГОИЧС. Управление ГОИЧС у нас сильно административной шахтой не занималось, но это административная комиссия, мы пересмотрим ее работу в части более лояльного отношения к предпринимателям, для того, чтобы была возможность не кошмарить, как говорится, да, а вместе с тем, значит, способствовать развитию, но в установленных нормах. Вот, да, это мы готовы сделать. Спасибо, Евгений Николаевич. Сейчас я бы хотела вот сразу, так как мы пригласили вас на эту платформу на сегодняшнее мероприятие, как исполняющего обязанности главы окружной администрации города Якутска, то, конечно, пройтись по обращениям, которые ко мне поступили. И я бы хотела сейчас остановиться на градостроительной политике. Вот пример. Одна ситуация, которая произошла в нашем городе. Собственнику магазина «Ласка» перекрыли проезд. Тем самым, закрыв парковку для посетителей, установили автобусную остановку. К сожалению, это было сделано не согласованно с предпринимателем. Мы аппаратом уже изучили данное обращение и нормативную документацию и считаем, что необходимо вмешательство окружной администрации. Хотелось бы услышать, какие дальнейшие действия будет предпринимать окружная администрация по решению данного обращения. Магазин «Ласка», я сам несколько раз был на объекте, когда мы ремонтировали улицу Курнатовского. Действительно, там есть момент, связанный с обустройством нового кармана автобусного. И вся проблема в том, что у нас улица Курнатовского является объектом реконструкции. Реконструкция у нас подразумевает прохождение государственной экспертизы. И государственная экспертиза, в том числе безопасности дорожного движения, была пройдена по варианту, в котором, значит, возник вопрос с хозяином «Ласки». Однако мы в тот момент не могли сейчас менять ничего, потому что сроки были сжаты, и надо было объект заканчивать. Сейчас уже проведена работа специалистами главстроя по изменению проектной документации, сейчас по внесению корректировок. И мы отправили этот проект на согласование в ГИБДД. Надеюсь, что ГИБДД согласует, и тогда мы проведем работу в интересах предпринимателя, хозяина магазина «Ласки». Надеюсь, в ближайшее время. Да, в ближайшее время это сделается. Как только, если значит, не пройдет согласование ГИБДД, то придется переносить остановку. Ну и тогда сразу я, конечно, перейду еще к следующему вопросу. У нас есть предприниматель, которая обращалась и через координационный совет, и через общественные объединения. В конце концов написала обращение уполномоченному ИП Чернышова. Это нестационарный объект. Он был перемещен на штрафстоянку, нестационарный объект, имею в виду, был перемещен на штрафстоянку в связи с окончанием срока действия договора. Потом, по словам предпринимателей, в связи с бумажной волокитой объект находился на штрафстоянке длительное время. Здесь, конечно, окружная администрация тоже требует оплату за нахождение на штрафстоянке. При этом в 2020 году тоже без уведомления, к сожалению, этот объект был использован окружной администрацией для собственных нужд. Сейчас предпринимателям собрано достаточное количество документов разрешительных, но, к сожалению, обратно объект он принять не может, потому что объект, скажем так, очень сильно изношен. И хотелось бы вот в данном случае все-таки, я считаю, что необходимо каким-то образом предусмотреть компенсацию затрат индивидуального предпринимателя. Да, этот случай мы разбирали. Действительно, есть два объекта, которые необходимо разбирать.
Один объект – это взаимоотношения предпринимателя по установке нестационарного торгового объекта и перемещению его на штрафстоянку. И, значит, здесь вот случилось то, что предприниматель вовремя не забрал, и стояла, значит, его объект НТО на штрафстоянке. За это начислили деньги. Второй объект разбирательства – это по решению КЧС, а данный объект, нестационарный торговый объект, был передан ГБУ СМИ медицинской экспертизе по требованию КЧС для их нужд. Поэтому здесь сегодня при возврате мы фиксируем то, что действительно есть изношенность. Мы считаем, что справедливо будет восстановить, компенсировать те затраты, которые предприниматель потратил на этот нестационарный торговый объект. Правовой департамент будет озадачен на этот вопрос, и мы готовы решить его в интересах предпринимателя. Это действительно так сделать. Хорошо. Хорошо, спасибо. Также следующее у нас обращение, тоже, которое я бы хотела обсудить. Смотрите, у нас все-таки муниципальный орган, я считаю, это должен быть открытый орган. И, конечно, я бы хотела обсудить доступность муниципальных органов и работу по взаимодействию с горожанами. В данном случае речь идет об общественнике, предпринимателе Николае Захарове, автору инновационного метода по озеленению города, клумбы Захаровки, вы, наверное, в курсе. Все знают. Все знают, конечно. Предприниматель считает, что его права ущемлены, что он не может достучаться до городских властей, что с ним не проведены встречи, хотя он пытается обратить на себя внимание уже, мы все прекрасно знаем, что уже и в предыдущие годы. И сейчас вот как раз, пользуясь случаем, я бы хотела все-таки попросить вас встретиться лично с Николаем Захаровым, услышать его предложение по благоустройству, посмотреть его презентацию и также оказать посильную информационную консультационную поддержку. Хорошо, я готов встретиться с Николаем, готов заехать к нему, если надо, посмотреть, что он предлагает, и необходимо обсуждать. Я готов это сделать. Тоже, я считаю, в ближайшее время, Да, потому что да. посадка цветов у нас уже практически скоро Хорошо. будет. Я Спасибо. И еще следующий момент, который нам обязательно необходимо обсудить, это, конечно, работа того коллегиального органа, который находится как раз в тесном взаимодействии с окружной администрацией. Это Координационный совет по предпринимательству. Я вообще считаю, что Координационный совет – это именно наш Координационный совет. Я его буду говорить наш, потому что я уже много лет тоже являюсь членом этого Координационного совета. И я считаю, что это вот очень такой хороший проект, который показал свою эффективность. Предприниматель действительно считает его эффективным. И даже было бы хорошо его доупаковать, возможно, распространить по всей стране, возможно, где-то, я прекрасно понимаю, что все должно развиваться, в данном случае пусть и Координационный совет развивается. Вот какие ваши предложения по усилению вот того хорошего эффекта, который на сегодняшний день дает Координационный совет? Если исходить из структуры бюджета города Якутска, сегодня доходная часть его составляет, в 2020 году составляла 18,4 миллиарда рублей, и собственные доходы города Якутска это 8,1 миллиарда. 10,3 миллиарда это субвенции с республиканского бюджета. Очевидно то, что задача властей города Якутска должна стоять по увеличению собственной доходной части. Здесь нужно четко понимать то, что увеличение доходной части города Якутска зависит от предпринимательства. У нас тут нету больших шахт, у нас тут нету больших заводов, чтобы ссылаться на поступление НДФЛ с них. У нас сегодня из 8,1 миллиарда рублей 4,4 миллиарда это НДФЛ и 2,2 миллиарда это упрощенная система налогообложения.
Здесь нужно отметить то, что количество должно привести к качеству. И сегодня основная задача городских властей должна способствовать развитию предпринимательства широкого профиля, в том числе и предпринимательству инновационному. Здесь наличие у главы города, у финансово-экономического блока, у блока, который взаимодействует с предпринимательством, консультативного органа, который мог бы на должном уровне советовать, раз, на должном уровне помогать принимать решения относительно мер поддержки, относительно разработки нормативно-правовых актов местного значения. Здесь, безусловно, координационный совет, состоящий из профессиональных предпринимателей, экспертов. Это большое подспорье, на которое необходимо опираться. У нас сегодня предпринимательство в городе Якутске широко представлено. Есть практически все отрасли предпринимательства, которые могут быть. И формирование и расширение полномочий Координационного совета и вовлечение в его работу экспертов – это хорошая практика. Здесь я намерен опираться на Координационный совет по предпринимательству при основной его задаче, то, что мы должны в городе Якутске увеличить количество предпринимателей и, как следствие, способствовать развитию города Якутска. По составу, по полномочиям это нужно уже решать совместно с Координационным советом. Но очевидно одно, то, что Координационный совет – это тот орган, на который нужно опираться при принятии решений, при формировании муниципальной программы поддержки. Вот, в результате 2 раза я участвовал в заседаниях Координационного совета как исполняющий обязанности. По результатам первого Координационного совета нами было принято решение на снижение процентной ставки по фонду. Городскому, который у нас есть, мы с 7% до 5% снизили. И уже сегодня предприниматели, а часть из них, большая часть из них это автобусники, владельцы автобусов, которые платили платеж, они почувствуют уже сегодня улучшение условий для работы. Хорошо, вот вы говорите, все-таки необходимо перейти от количества к качеству. Как вы считаете, например, какую отрасль предпринимательства в нашем городе необходимо развивать? Вы знаете, здесь И же что значит качество в вашем понимании? качество, я понимаю, здесь поступление в бюджет. Количество приведет к качественному изменению состава структуры бюджета. В моем понимании, город Якутск должен стремиться к тому, чтобы большая часть его доходной части бюджета была сформирована из собственных доходов и потом уже недостающая была в субвенциях. Сегодня мы почти на 70% зависим от субвенций государственного бюджета в городской бюджет. Вот. И здесь я имею в виду, когда я говорю от количества к качеству, то есть чем больше станет предпринимателей, тем качественнее станет структура бюджета города Якутска в части пополнения бюджета. Ну, здесь, смотрите, я бы хотела немножко все-таки поспорить, потому что пополнение бюджета – это, конечно, да, задача окружной администрации, как работать с предпринимательством. Но все-таки малое предпринимательство. Что такое малое предпринимательство? Оно много доходов в виде налогов не приносит, но приносит очень важный эффект. Это рабочие места. Это рабочие места, где предприниматель, возможно, сам действительно является занятым и, конечно, обеспечивает доходом и семьи своих сотрудников. И, конечно, я бы с этой связи я бы хотела все-таки, чтобы когда окружная администрация говорит про качество, не было только одного направления в налоги. Конечно. Смотрите, здесь мы уже должны понимать то, что рабочие места – это НДФЛ. НДФЛ – это 4 миллиарда рублей в структуре бюджета. Каждый предприниматель, который дает дополнительные рабочие места, он не только УСН платит, но и способствует развитию других видов налогов. Соответственно, вообще способствует развитию валового регионального продукта. Поэтому здесь
предпринимательство не может быть только в одном направлении. Это Не как может сад. быть. Это как сад. Сад красив тогда, когда в нем много цветов и разных. Поэтому здесь чем больше отраслей предпринимательства представлено в городе, тем конкурентоспособнее город становится для его жителей. Совершенно очевидно то, что у нас еще очень много отраслей в городе Якутске, которые не заполнены, открытые рынки еще есть. И поэтому развитие всеразличных видов и малого предпринимательства в том числе, это задача города Якутска. И когда я говорю про количество, я имею в виду про разные виды предпринимательства. Мгм. Понятно. Вот смотрите, у нас город является столицей республики. И, конечно, самое большое количество предпринимателей у нас представлено именно в городе Якутске. И я бы хотела сразу вот сказать вам, что у нас есть общественное объединение предпринимателей. Из них у нас есть федеральные общественные объединения, в том числе представлены в нашем регионе. Это Торгово-промышленная палата, Деловая Россия, Опора России, Союз промышленников. И, конечно, они тоже базируются все в городе Якутске. И я бы хотела, чтобы окружная администрация могла более, на сегодняшний день все-таки я вот скажу как есть, более эффективно работать с общественными объединениями, прислушиваться к мнению общественных объединений, в том числе не только вот эти федеральные, конечно, общественные объединения, у нас есть и много других, Союз товаропроизводителей, сделано в Якутии, и абсолютно очень большое количество, конечно. И как вы думаете, можем ли мы вместе выстроить какой-то вот мостик взаимодействия между бизнесом и окружной администрацией? Я сразу здесь хочу подчеркнуть, что точечно отрабатывать с предпринимателями, возможно, это будет не очень эффективно, но общественные объединения несут в себе как раз те экспертные функции, и как раз там собраны все, точнее, вовлечены в работу все самые активные предприниматели. И, конечно, вот эффект от работы с общественными объединениями, мне кажется, будет очень сильно помогать как раз развитию предпринимательства. Здесь, да, я думаю, никаких проблем нет. Больше того скажу, что у нас по отраслевому характеру так и так идет очень плотное взаимодействие с субъектами предпринимательства. Если взять тот же градостроительный блок, то в ежемесячном режиме у нас большое собрание со всеми застройщиками, работающими на территории города Якутска. Такие же собрания у нас проводятся по отрасли ЖКХ. А общий подход с общественными объединениями для того, чтобы решать какие-то вопросы, и, может быть, не только отраслевого характера, но и всего предпринимательства, пожалуйста, это нормальная практика, и только так можно развивать город Якутск. Потому что как вам сказать-то правильно, что не бывает, понимаете, не бывает так, что система линейная, прямая зависимость от количества предпринимателей и благополучия города. От действий городской власти зависит инвестиционный климат внутри города. Хороший инвестиционный климат, большое количество предпринимателей, большое количество поступлений в бюджет развития города. Это прямая зависимость, она линейна. Она, как второй закон Ньютона, влияет на одну сторону и на вторую. Здесь по-другому быть не может, поэтому я открыт всем предложениям по взаимодействию с общественными объединениями, раз. Второе, мы принципиально уже сегодня работаем довольно-таки плотно, и имеются конкретные измеримые результаты по отраслевому характеру. Я единственное не вовлечен был в собрания отраслевого характера, связанные с деятельностью торговых объектов и прочее. Да, вот я курировал конкретно застройщиков. И вот с застройщиками ежемесячно я собираюсь, и мы рассматриваем как и частные вопросы отдельных застройщиков, так и рассматриваем общие вопросы отраслевого характера. Хорошо, тогда, Евгений Николаевич, я предлагаю вам организовать личную уже встречу, расширенную встречу с субъектами предпринимательства. У нас очень интересные, конечно, вопросы у предпринимателей. Я думаю, они смогут уже напрямую сами задавать системные вопросы, решать. И как вы считаете, возможно это будет в ближайшее время? Без проблем, конечно, так и надо сделать.
Я готов встречаться, готов рассматривать их текущие вопросы, связанные с сегодняшней деятельностью. Ну и должны обязательно договориться и обрисовать, обозначить общую цель стратегическую, к чему мы должны прийти. Здесь нужно четко понимать то, что при правильной работе окружной администрации и правильной реализации стратегии города Якутска, город Якутск должен становиться городом предпринимателей. Это очевидно понятно, то, что в том числе предпринимательство, которое способно масштабироваться и тиражироваться на другие субъекты и другие страны. Сегодня заработок предпринимателей, которые имеют свои денежные доходы из-за пределов республики, из-за пределов нашей страны, а само производство продукции у них находится здесь, в городе Якутске. И это предприниматели, которые несут очень большой вклад в развитие импорта, да, с нашей республики. И мы сегодня находимся с вами в здании IT-парка, и в том числе IT-предприниматели, которые сегодня вышли уже на мировые рынки. И капитализация некоторых компаний уже приближается к $1 миллиарду. Это хорошая практика, которую нужно тиражировать. Понятно. Это, конечно, хорошо, но все-таки я прошу не забывать про малое предпринимательство, про торговлю, которая у нас всегда была движущей силой экономики с самых, как сказать, с незапамятных времен человечества. Евгений Николаевич, вот мы сегодня как раз встретились накануне 8 марта. Я очень надеюсь, что предприниматели посмотрят нашу рабочую встречу. И хотелось бы, конечно, получить обратную связь тоже. И что вы скажете, точнее, что вы пожелаете нашим женщинам в связи с Международным женским праздником, нашим женщинам-предпринимателям, которые, несут не только вот такие сложную нагрузку, как бизнес-леди, но и в то же время очень хорошую социальную функцию. Милые девушки, я желаю вам крепкого здоровья. Я желаю вам любви, чтобы сердце ваше было наполнено любовью, любовью к вашей семье, к вашим детям, родителям, мужу, чтобы эта любовь была ответной, чтобы вас наполняла энергия, чтобы вы могли совершать еще больше дел на благо нашего города. Я хочу, чтобы вы, как женщины, занимающиеся бизнесом, имели всегда прибыль. Я хочу, чтобы ваш бизнес приносил вам не только прибыль в деньгах, но и приносил удовольствие от оказанной услуги, от развития, которое вы видите, от того, как вы делаете мир наш лучше. Будьте счастливы, улыбайтесь почаще. Спасибо. Спасибо. Мы встречались сегодня на цифровой платформе OneClick, и я бы хотела тоже сказать предпринимателям, что через цифровую платформу можно отправить обращения, они будут рассмотрены уполномоченным в обычном порядке. И хотелось бы сразу сказать, что вот такие открытые диалоги будут проводиться регулярно. Мы будем встречаться с разными людьми и, конечно, решать совершенно различные вопросы. Так, Альбина Егоровна, я, пользуясь случаем, хочу поздравить вас с наступающим 8 марта. Спасибо. Пожалуйста, будьте счастливы. Спасибо вам за разговор. Будем работать на развитие предпринимательства в городе Якутск. Спасибо вам. Спасибо.